Мои братья, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал нам о судном дне, что он длиться будет 50 тысяч лет. И это далеко не погожий день. Ведь пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал нам в достоверном хадисе: пожалуйста, братья, не отвлекайтесь на тех, кто входит и выходит. Пожалуйста, сосредоточьтесь на лекции. Он сказал, что солнце в тот день будет над головой на расстоянии мили. Представьте день длиною 50 тысяч лет. И солнце в миле от головы. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал своей жене Аише, да будет доволен ею Аллах: в судный день люди будут стоять нагими, босыми и необрезанными. Аиша удивилась, да будет доволен ею Аллах: о пророк Аллаха, говорит, ты говоришь мне, что я буду стоять нагая, и мужчины смогут смотреть на меня, и я буду видеть их? Говорит: да, Аиша. Но день тот будет настолько суров, что людям будет не до этого. Когда машину ты ведешь, а, брат? Поглядываешь на девчонок? Так вот, представьте, в тот день все перед всеми будут нагими, но не до этого будет. В судный день мать будет убегать от своего ребенка, отец будет убегать от него, жена будет убегать, дети, друзья. Аллах говорит, в тот день у беременной случится выкидыш. Настолько суровым будет судный день. Младенцы посидеют от ужаса в судный день. Мои братья и сестры, это не шутка. Судный день — это не курорт. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: люди в соответствии с их грехами будут стоять в собственном поту. Кто-то по лодыжке, кто-то по колено, кто-то по пояс, кто-то по грудь, а кто-то будет утопать в своем поту. Люди будут потерянными. Аллах Всемогущий Велик говорит, в тот день ты увидишь людей пьяными, но они не будут пьяны. Судный день будет суров. И не надо думать, что будет вот так, типа, по порядку, ангелы будут людям указывать: а, извините, вы мусульманин из Канады? Пройдите, пожалуйста, сюда, 5-я дверь справа. Представьте эту жару. Вам, ребят, походу, жарко не было. Но мне, поверьте, я чувствовал жару 50 градусов. Иной раз под солнцем стоишь 10-15 минут. Раздражает. О, Аллах, жарко-то как. В машину бы зайти, в тенек бы зайти. А в судный день какой там солнышко печет? Оно в миле над головой. И идти некуда. И представьте, в судный день во всей этой суматохе Аллах укроет в тени 7 категорий людей. Сколько людей здесь? 300-400 где-то. Простой пример приведу. Кто-то заходит, говорит: эй, ребят, классные новости. 400 человек в зале. У нас подарки только для 200. Уже улыбаетесь. Уже прочувствовали. Хотя пример-то пустяковый был. Но что-то в сердце вам сказало: вот бы среди этих 200 оказаться. А теперь представьте, брат говорит: Махмуд, Ахмад, Халид, Хусейн, Али, Халид, выйдите вперед. Хадиджа, Фатима, Зейнаб, пожалуйста, выйдите вперед. А человек, имя которого не называют, тревожится, типа: эй, а чё моё-то имя не называют? Даже в таком пустяковом примере. Ну какой подарок вам могут сделать? Ну долларов 20, потратите их в супермаркете. Ну и чё дальше? А представьте, в судный день Аллах укроет в тени 7 категорий людей. А ты не один из них. Представьте, в судный день всемогущий великий Аллах позовет Халида, Мухаммада, Мустафу, Биляля, а тебя не позовет. Я стою под солнцем. Аллах скажет: Халид и Ахмад, подойдите. Зайдите под тень моего трона сегодня, когда нет другой тени, кроме этой тени. Какая честь!
Не относитесь к этому легкомысленно, братья. И не думайте, что показаться из этих 7 категорий надо быть большим шейхом, лет 50 пробыть им. Нет. Одна категория, один из этих 7, которые будут укрыты в тени. Знаете, кто это будет? 2 человека, которые любили друг друга только ради Аллаха и ни по каким другим причинам. Некоторые подумают: так это ж я всех вокруг люблю. Вот так, значит? Ну все, ребят, пакуем вещи, к судному дню готов. Точно я буду среди них. Погодите, не так все просто тут. Любить кого-то, братья и сестры, любить кого-то чисто ради Аллаха и больше ни из-за чего. Это одно из самых почетных положений. Настолько большая честь. Смотрите, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в достоверном хадисе, что Всевышний Аллах воззовет в судный день, скажет: где те, которые любили друг друга только ради меня? Сегодня они окажутся под тенью моего трона, когда не будет другой тени, кроме этой тени. Где те, которые любят друг друга только ради Аллаха, величайшей любовью? В этой земной жизни мы любим людей в том плане, что это друзья по интересам. Сегодня многие любят только из-за выгоды. Я окружаю себя теми людьми, от которых я знаю, что получу пользу, так или иначе. Если я буду дружить вот с ним, он поможет, если что, его уважают на районе. Большой бандит. Иной раз люди терпеть друг друга не могут, ни один, ни другой. Но тем не менее общаются друг с другом, потому что друг от друга получают какую-то пользу. Друзья по интересам, но очень редко находятся те, кто любит друг друга только ради Аллаха. И вот этой любви Всевышний Аллах хочет от нас. И это та любовь, которая, если бы была в нашей общине сегодня, мы были бы совсем в другом положении. Послушайте, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит. Твой пророк обращается к тебе. Говорит: клянусь тем, в чьей руке моя душа. Это подчеркивает важность следующих слов. Не станет ваша вера совершенной, пока не будете желать брату того, что желаете себе. Раздражает тебя брат, например. В мечеть, который приходит с запахом неприятным. Казалось бы, он что, душ принять не может? Или раздражающий родственник, который поболтать любит. Думаешь: брат, когда же ты замолчишь? Мухаммад сказал: пока не будете желать брату того, чего желаете себе, я рая желаю. Наивысшего, причем Фирдауса. Хочу в раю рядом с Мухаммадом быть, саллаллаху алейхи вассалям. Я и брату всего этого должен желать. А пока не будешь желать, у тебя никогда не будет совершенной веры. Сегодня, если ты ливанец, заботишься о ливанцах. Может, в вашем обществе не так, я вам расскажу о Сиднее. Разделяют там по нации. Буду заботиться о людях со своей области, о тех, кто ко мне близок, о тех, кто живет под моей крышей, а другие далеко которые, да какая разница? Попадут они в рай, не попадут, подумаешь, что тут такого особенного? Нет, посланник Аллаха сказал: ваша вера не будет совершенной, пока не полюбите для брата того, что любите для себя. Вот это шпана, которая наркотой банчит на улице, его Ахмад зовут или Мухаммад. Пока не будешь ему рая желать так же, как желаешь рая своей дочери, сыну своему, матери, отцу, пока не будешь ему желать того, чего себе желаешь, у тебя не будет совершенной веры. И пророк сказал нечто интересное. Говорит: не указать ли вам на то, что если вы будете делать это, вы полюбите друг друга? Сподвижники говорят: да, пророк Аллаха, скажи. Говорит: желайте мира друг другу. Ассаляму алейкум, говорите. Посланник Аллаха сказал: улыбка своему брату, или если сестра улыбнется сестре, вы знали, что это милостыня? А теперь я хочу, чтобы вы сейчас встали и каждый дал салям тому, кого не знает. И сестры пусть поприветствуют незнакомых сестер.
Улыбнитесь в лицо человеку, поприветствуйте и обнимите. Прочувствовали? Как вам ощущение? Мои братья и сестры, изменения — это не всегда что-то глобальное. Это может быть просто улыбка. Улыбнуться в лицо брату, обнять его. Любите друг друга исключительно ради Аллаха, всемогущего велик. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал нам, что был человек, который покинул свой город, чтобы навестить своего брата, и пошел в другой город. Вот смотрите, да, я не говорю о том, кто сражался бы в битве. Нет, нет, нет. И я вам не говорю о пророке Аллаха. Просто человек из своего города пошел в другой по одной лишь причине — встретиться со своим братом. И всемогущий великий Аллах отправил ангела с неба, чтобы он поговорил с этим человеком. Говорит: куда ты идешь? Человек говорит: к брату иду. Ангел спрашивает: а что заставило тебя пойти к нему? Имея в виду, дескать, он должен тебе что-то? Человек говорит: я иду к нему только ради Аллаха. И ангел говорит: я посланник от Аллаха. Аллах отправил меня сказать тебе, что Аллах любит тебя так же, как ты любишь его. Братья и сестры, хотите, чтобы Аллах вас любил? Любите только ради Аллаха. Без выгоды. Только ради Аллаха. Не пренебрегайте тем, чтобы любить друг друга только ради Аллаха. Это самая чистая любовь. Когда любишь, люби только ради Всевышнего Аллаха. И когда ненавидишь, ненавидь только ради Всевышнего Аллаха. А не за личное. Брат или сестра — это творение Аллаха. Аллах создал его или ее. Смоделировал их. Он кормит их. Они верующие. 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 Знаете, что делает эту общину особенной? Любовь, которой сподвижники любили друг друга. Представьте, когда мекканцы переезжали в Медину. Будем реалистами. Мы утверждаем, что любим друг друга, но если кто-то постучится к нам в дверь, скажет: брат, можно я сегодня переночую у тебя? Брат, тебе заранее предупредить надо было меня. Подожди, с женой поговорю. Да, брат, мне просто переночевать надо. А сподвижники? Мединцы, когда ислам приняли, они не знали мекканских мусульман. Ничего не связывало их друг с другом. И когда мекканцы переехали в Медину, представьте, целая толпа людей приедет в твой город, они тебя никогда не видели, а ты их. Они о тебе ничего не знают, и ты о них ничего не знаешь. Но они мусульмане, и в первый год после переселения пророк братал людей. Сподвижники такими искренними были. Когда к мединцу пришел переселенец, очень-очень известная история, привел домой его и сказал: я разделил свой дом на две половины. Половину тебе, половину мне. Так что, братья и сестры, любовь ради Аллаха – самая чистая и великая любовь. Когда любишь, люби исключительно ради Аллаха, а не ради личного.